Здравствуйте, я Пьер Кристиан Браше. Это программа о России, и я ее веду. Сегодня перенесемся на Северный Кавказ, где живут кумыки. У нас в гостях Абдухалким Магометович Аджиев. Он доктор философских наук. Добрый день. Как вообще мы можем вас звать? Можно просто Абдулхаким, как у нас на Востоке принято, можно без отчества. А скажите, пожалуйста, как вы бы сказали на кумыкском языке: я очень рад быть сегодня в студии в Москве? Мен бек шатман, бүгін Москвада болмақлығыма. Давайте посмотрим наш первый сюжет. Причем все сюжеты, которые мы сегодня посмотрим, снимала наша съемочная группа летом. Прекрасно. Мы находимся на одном из центральных кварталов аула Тарки. Впервые в исторических источниках, в частности сирийских и армянских, он упоминается в 7 веке нашей эры как гунский город Таргу. Причем название зафиксировано в кумыкском варианте. Как вот кумыки называют не Тарки, а Таргу. Таргу. Вот в таком названии он зафиксирован. Но считался, что в раннем средневековье Тарки были резиденцией хазарских каганов, а в более позднее время, скажем, начиная с 9 века, резиденцией кумыкских шамхалов Тарковских. Фамилия Тарковских как раз идет от названия этого населенного пункта. На Кавказе, и в частности на Северном Кавказе, Тарки – самый древний населенный пункт после Дербента. Первые кумыки или предки их кумыков обосновались здесь. С 15 века само государство после распада Золотой Орды, великой державы своего времени, в середине 15 века, в частности в 1443 году, здесь возникает со столицей Тарках Шамхальство. В русских источниках он идет как Шевкальское царство. И это царство просуществовало с 14 века по 1867 год, когда это государство вошло в состав Российской империи. Шамхальство само и Тарки вошли в состав России не в результате войны, как, может, некоторым думается, а добровольно за счет совмещения интересов правителей кумыкских и русских московских царей. Когда я искал на карте город Тарки, я понял, что это сейчас район Махачкалы. Да, так и есть, и даже это не район, это склон. Был древний город, как здесь сказано было, Семендер. Это первая столица хазарского каганата, куда входили и кумыкские племена. И там был и город Семендер, и цитадель Анджи. Даже до последнего времени старики называли Махачкалу Анжакала. И Тарки был застроен в хазарский период до самого моря стенами, огорожен, как и Дербент. А какие отношения с каганатом хазарским? В одно время считали, что Хазария исчезла бесследно, что в культуре практически почти ничего не оставили. И даже говорили о русской Атлантиде, то есть хазарская часть степи была затоплена, периодически уровень Каспия поднимается. Но на поверку оказалось, что хазары оставили огромный след в культуре, просто ее исследовать было очень сложно, потому что их культура растворилась в культуре многих более поздних народов. Это кумыков, это караимов, иудеи, небольшой народ, живущий в Крыму. Это учуваши, как ни странно, мы многие наши языковые моменты, наши языковеды, этимологии слов выясняют через чувашский язык. Это татары, башкиры. И вообще Хазария простиралась на огромной территории. И поэтому, естественно, оставила след в культуре, в истории многих народов. И в течение примерно столетней войны, так называемой арабо-хазарской войны, хазары практически отстояли Восточную Европу от нашествия арабов. И первые
государственное образование феодального типа в Восточной Европе. Это хазарский каганат, к которому имеет непосредственное отношение и кумыки, ибо территория нынешнего расселения кумыков. И в языке мы находим очень много слов, которые языковеды этимологизируют как булгаро-хазарского происхождения и в фольклоре. Ну вот мы понимаем, что вот в Дагестане очень много смешений там, культур, и это тоже видно и когда готовят разные блюда. Я вам предлагаю посмотреть наш следующий сюжет. Для приготовления нашего блюда шапши мы берем кукурузу. Сначала варим кукурузу, так как она дольше всех варится. Потом мы варим пшеницу. Вот у нас пшеница. И варим отдельно фасоль. Потом эти все ингредиенты добавляем. Уже вареные, готовые они у нас. И варятся они не просто на воде, на специальном вкусном жире. Здесь и лук, и морковь. Так, добавляем пшеницу. И получается у нас любимейшее, вкуснейшее блюдо шапши. Шапши мы делаем большими сковородками, потому что раздается по всему селу. Всем раздаем. Пожалуйста, просим к столу. Это изначально было во время пророка Ноя, когда они сели в ковчег, когда был всемирный потоп. Они же приземлились в гору Джудди. И Ной попросил им, у кого что есть, давайте вытаскивайте. Там у кого-то была в своем сумке, там оказался фасоль, у кого-то там пшеница, ячмень. Вот эти все они собрали и в одном кастрюле сварили. С того момента до сегодняшнего дня, вот в честь этого проводится у нас мусульман вот это обряд. Бисмилля рахман рахим. Очень даже вкусно. Да, чуть-чуть соль тоже можно добавить. Но вот девушка говорит, что вот мы готовим это блюдо для всей семьи. Это так и есть? Это расскажите, это обряд вообще или это то, что едят каждый день? Конечно, каждый день не едят. Это большей частью обрядовый характер носит. Это встреча весны. Отмечали, в частности, приготовляя это блюдо. Или же, если засуха, чтобы умилостивить божество, не ссылающее дождь, тоже готовили и раздавали. А вы это назвали блюдо, которое появится весной, как до прихода ислама у кумыков, или одновременно? У нас многое в обрядах, в обычаях доисламское. Потом при принятии ислама ислам напластовался на те, которые были приемлемы каноном ислама. Приготовление шапши – это доисламское, но религиозное вот сейчас с Ноем связали. Это прекрасная такая легенда, но поэтичная, но, конечно же, не связанная с реальностью. А когда принимает ислам кумыки? В 732 году произошла кровопролитная битва жителей Анжи и арабами. В 732 году? Да. И в конечном итоге, после героической обороны Анжи, жителями Анжи все-таки одержали в конечном итоге верх арабы. И принятие ислама после Дербента, пожалуй, в Дагестане самое уже второе – это Кумыкия. А севернее части Кумыкии чуть позднее. А так в Дагестане, как считают специалисты, в частности Шахсаидов Амир Рзаевич, где-то в XIV-XV веках уже и горы приняли ислам. А равнина, конечно, раньше, поскольку доступнее, ближе к арабскому, к восточному миру. Вот у нас здесь сюжет, который и религиозный, и все, что связано с ежедневной
там кухня. Вообще, как можно характеризировать вот кумыкская кухня? Это там, поскольку вы находитесь очень близко от моря, там рыба играет большую роль в кухне? Конечно же, без рыбы не обходились. Некоторое время было приторможено это, потому что по исламу нельзя употреблять пищу, если это животное или рыба или что, не вытечет оттуда кровь из тела. А рыбу-то обычно не режут. Но это было временное такое. Конечно, с хазарского периода находят остатки костей рыбы, поскольку кумыки, в основном являясь земледельческой такой культурой, но и скотоводство у нас было неплохо развито. А так о влияниях, взаимовлияниях в кухне, ну, допустим, у всех народов Дагестана очень популярно хинкал, любимейшее блюдо мужчин. Очень популярно шашлык, от слова шиш, шаш, это тюркское слово вертел, шампур. Или же долма, плов. Я вам предлагаю посмотреть наш следующий сюжет и потом комментировать. С девушкой собирались перебирать шесть не для того, чтобы ее перебирать, а для того, чтобы увидеться своими женихами. Ну вот, что это за момент такой в жизни, который чувствуется, что уже молодежь встречается? Это что за обряд, не обряд? Это у нас называется булка, то есть совместная безвозмездная помощь соседей, односельчан в работе. По очистке кукурузы, скажем, проводилось, по очистке шерсти, по расчесыванию, по строительству дома. Встреча многих будущих супружеских пар происходила именно на булках. Кстати, это слово «булка» считается, языковеды считают, это хазаро-булгарского происхождения. Причем булка, да? Как это? Булка. Булька. Угу. Был еще такой момент, вы там видели, девушки, женщины сидят, работают, приходят мужчины, там же начинаются шутки, музыка, танцы. Если придет новая партия мужчин, они произносили слово «йорок», это обозначает «соблюдайте обычаи, традиции». Значит, те, которые раньше пришли, должны были встать и уйти, уступить место партии вновь пришедших мужчин. Это очень и логично, как и в жизни. И причем, вы знаете, и на свадьбе, и на этих булка исполнялись песни, шутки, прибаутки. Допустим, на булка могли в шутку выбрать себе пару возлюбленную. Мужчина говорил «Хать досум» и называл имя. То есть «О, такая-то, такая-то, моя возлюбленная». Если она отвечала взаимностью, но это большей частью условная взаимность, она говорила «Джанон сауволсун», то есть «Пусть душа твоя будет жива, здравствует», или же «Сен айтхан болсун», то есть исполнится то, что ты скажешь. Шутливая такая
как бы любовь. Почему как бы говорю? Там было неусыпное око старшей женщины. Она наблюдала обычаи и нравы строгие, чтобы за рамки не выходили. Любовь прилюдно не должна афишироваться. Это интимное чувство, особенно при старших, проявляться. И все время у нас называется намус, честь. Вот у адыгов адыге хабзе, у карачаев-балкарцев таулы намус, у дагестанцев Дагестан намус, у кумыков кумык намус. То есть честь, долг такого-то или мужчины, или такой-то женщины. Выйти за эти пределы обществом очень осуждалось. Были скованы вроде бы на первый взгляд этими обычаями, но на самом деле это было целесообразно. Так что все диктовалось жизнью и спецификой жизни народа на Северокавказском регионе многонациональном. И поэтому некоторая такая даже военная организация всего общества, чтобы себя сохранить. Например, горцы Дагестана были очень заинтересованы, чтобы Кумыкская равнина и вообще равнина процветала, давала урожай. А равнинные жители были тоже по-своему заинтересованы, чтобы в горах был порядок, обеспеченность. Почему? Потому что садоводство, то есть плоды, фрукты оттуда, мясо, у них все-таки больше овцеводческое такое. Ремесла в основном процветали в горах. То есть взаимообразность в течение многих столетий дагестанские народы выработали такую систему, которая позволяет говорить о единстве в многообразии. Это единство в многообразии сохранило до сих пор даже малочисленные этносы, которых где-то 7-8 тысяч всего. Ну вот ремесло. Я вам предлагаю посмотреть как раз наш следующий сюжет. В 2000 году меня пригласил Гадисов Магомед к себе в школа искусства, плетения тастара, восстановления. Он начал это все. Я говорю, это получится? Нет. А он говорит, ты сможешь, ты умеешь, ты сможешь. Я говорю, давай восстановим. Это наши казанечнинские традиции. Вот это, когда они во время войны тоже плетали, вот это тастары продавали, кусок хлеб себе они зарабатывали. Вот один платок 100 лет, вот на этот платок, передается только по наследственно. Бабушка, говорят, плетала очень хорошо, красиво. После этого я сама начала плетать. Я боялась, но получилось. Плетали разными ячейками. Конечно, первое время очень трудно было, очень тяжело было. Потом постепенно все наладилось. И потом я захотела шелкопряд самому привезти сюда и работать с ними. Хотим восстановить шелкопряд. Мы посадили даже деревья. И я хочу еще привести и восстановить вот этот шелкопряд, с детьми работать с начала до конца. Мы хотим восстановить опять шелк. У нас в Казанище, как раньше работали наши бабушки, мы хотим, наша молодежь, чтобы вот это наши традиционные платки не забыли, чтобы они могли работать. Вот из этого кокона, который делали платок, можно 100-150 лет сохранить. Ну вот это абсолютно кумыкское ремесло. Да. Да? Это очень древние корни, истоки имеет, хотя бы потому, что у многих народов Кавказа, в частности у кумыков, был обычай сражения, или же 2-3 там бьются, готовы друг друга убить. Если выходила женщина, бросала платок, они должны были беспрекословно подчиниться этому обычаю и разойтись. Это и у азербайджанцев, и кумыков, и адыгов, у многих народов Кавказа это отмечается. Или же, если выводили женщину, невесту, если во время свадьбы драка, скажем, случалась, выводили невесту
с обнаженной без платка ее, нормальный джигит, нормальный мужчина, он должен был прекратить это безобразие. Или же женщина, если оплакивает кого-то, выражая свою неутешную скорбь, она снимала платок. То есть женщина без платка, это обозначает что-то необычное и нехорошее. Кстати, платки у женщин не для того использовались даже, чтобы было теплее, скажем, голове, сколько как символ женщины. Так же, как папаха, символ мужчины. Попробуй ты дотронься, или кто-нибудь дотронется до папахи джигита. Ты чё? То есть да, это честь, достоинство символизировалось во всем. И в осанке, и в папахе, и в черкеске. Все это как бы единое было, но главенствовал головной убор. Вот у нас еще один сюжет, где мы видим как раз, как одежда может играть большую роль вместе с песней. В Дагестане единственный народ, у которого бурдонирующий хор. Это кумыки. Истоки очень древние. И это, видимо, и охотничьи песни были, видимо, батальные песни. Но, как правило, хор не должен был петь в унисон друг другу, участники хора, с ведущим. Это древняя и очень характерная для Кавказа традиция. Наши хоры не перепутаешь с европейскими, с другими. Но Вы сами танцуете и поете? я в юности танцевал, играл на агачкомузе, мандолине, но сейчас уже с возрастом забросил. Ну и времени не хватает, надо итоги кое-какие подводить. А так у нас народ музыкальный и связанный с музыкой столько интересных и преданий. Музыку использовали и как лечебная магия. Например, у нас называют чартлама. Это типа костный нарыв. Если, скажем, на пальце там появится нарыв, исходящий от самой кости, никакой тогдашний, во всяком случае, лекарь не мог успокоить эту боль. И приглашали человека, который играет искусственно на агачкомузе. Это трехструнный щипковый инструмент кумыкский. И он мелодией и монотонным, даже не пением, слов скандирования. «Ва чартлама сеннегой, меннегойдум сеннегой». То есть чартлама – это название этой болезни. И я оставляю все в спокойном виде, но оставь же и ты боль. Спасибо огромное. Сегодня мы побывали там, где живут кумыки. И Абдулхаким нам очень много рассказывал
о разных обрядах, булка, о музыке, о поэзии. Но мне казалось, что один абсолютно неординарный вещь – это факт, что можно лечиться с музыкой. Вот это я первый раз слышал, и это существует до сих пор в Дагестане. Au revoir, скоро увидимся.